Абхазии к демографической картину я могу описать, что она не положительная. Она не положительна в плане того, что у нас есть рождаемость. У нас даже во многих классах многие мамы многодетные. Можно сказать, из 25 или 27 или 30 детей, которые в классе, около 25 семей, они многодетные. Это очень даже радует в классах. Но исходя из того, что у нас смертность из года в год повышается, и еще даже стали ее фиксировать, независимо от этнической принадлежности, смертность повышается. И поэтому у нас естественного прироста нету. Например, если мы приведем пример, что если, скажем, там в течение недели 10 человек родилось, и вдруг 10 человек умерло, то есть у нас никакого естественного прироста нету. Вот. И если даже мы посмотрим возрастную категорию, которую умирают молодые почему-то. Причем именно умирают в репродуктивном возрасте мужское население. Я больше всего склоняюсь к тому, что помимо ДТП на дорогах нашей республики, также еще и влияет наркотики. Именно в наркотическом состоянии или же в алкогольном состоянии ребята садятся за руль, естественно, они себя не контролируют. Далее еще что хочу заметить, у нас с октября месяца, то есть с сентября месяца свадебный бум. То есть у нас по всей Абхазии много свадеб. Но исходя из этих свадеб, то есть по нашим местным менталитетам, то есть молодые должны сочетаться в браке, и после этого, чтобы у них было потомство. Но если последить за этим процессом, молодые не спешат обзаводиться детьми, то есть у них на первом месте стоит сама свадебная церемония. Она очень, конечно, многозатратная, и не каждая семья тоже, скажем так, что может себе позволить такие затратные свадьбы сыграть. Это тоже влияет на мужское население, потому что у нас свадьбу играет парень, свадьбу играет. Вот. И ребята молодые сдерживаются обзаводиться детьми. Очень изменились потребности. То есть у молодого парня должна быть машина, работа, жилплощадь не просто там разбитая, она должна быть полностью отремонтирована, с техникой, с мебелью. Ну, извините, если у парня нету таких возможностей или у родителей этого парня, то есть ему получается, что он не должен жениться, и ребята тоже откладывают процесс бракосочетания. Старение населения, это села наши пустеют, это внутренняя миграция по схеме село-город, потому что села пустеют, города наши наполняются. Именно почему-то вся Восточная Абхазия выбирает город Сухум. Многие здесь находятся. Далее, нехватка детских садов. Далее, нехватка, наверное, все-таки мужского населения определенного возраста. Почему такое произошло? Потому что энное количество мужчин погибли во время войны, они не успели создать семью, соответственно, воспроизвести на свет детей. То есть это поколение вышло в цепочке, да, в демографической цепочке или в демографической пирамиде. Естественно, мы недополучили то население, которое должны были получить. Также наркозависимость, алкоголизм, который у нас, мы не хотим об этом говорить, но он стал процветать. Вот. И также дорожно-транспортные происшествия. Картину разводов я не вижу. Я не вижу именно в официальной статистике, я это хочу сказать. В быту, то, что мы видим в округе, в окружении своих знакомых и соседей, скажем, мы это видим, да. Но мы не можем на это опираться, когда мы делаем какой-то анализ. Да, там тоже идет тенденция повышения, но опять-таки у нас не все идут за бракоразводным процессом оформлять. То есть юридически они состоят в браке, а фактически этого брака нет. Это первая сторона. Вторая сторона – женщины стали больше зарабатывать. Они себя чувствуют более уверенны. Они хотят более почувствовать в себе свободу. Но я считаю, что полноценная семья должна состоять из двух родителей, как и должно быть. Потому что ребенок недополучает любовь, скажем, от отца или от матери. А он должен получить именно, что и психологически уравновешенным, и подготовленным к будущему, именно к семейной жизни, ребенок должен жить в полноценной семье.
Но если посмотреть, именно разводятся после первого ребенка. Именно после первого ребенка. То есть женщина говорит, я как мать состоялась. То есть у меня есть ребенок, я могу сама себя обеспечить, и ребенка тоже обеспечить. Зачем мне жить в семье? И дальнейшие все семейные тяготы, зачем я должна это все тянуть? Но этой статистики нигде нет. И даже сложно провести соцопрос, потому что это как бы у нас происходит в нашем местном менталитете, как бы все табуировано. Государственная политика, видите, здесь все взаимосвязано. Если, скажем, я как политик провожу государственную политику за сохранение демографии и материнства, как я сделаю, если у меня экономика хромает? Есть у нас за рождение первого ребенка, второго ребенка выплачивают выплаты, а также есть ежемесячные пособия. Есть республиканские пособия, есть районные пособия. Конечно, районные пособия – это вообще смехотворная сумма. Я это согласна, но я проводила, летом, можно сказать, такое анкетирование, и я увидела, что увеличилось количество многодетных семей в некоторых селах. Это не означает, что их количество на самом деле фактически увеличилось. Нет, это означает, что даже ту мизер, которую получают они от государства, люди из села выезжают и делают свои документы, чтобы получить именно это пособие. Естественно, эти люди попадают в статистику. Их не было, скажем, в прошлом году, а в этом году они попали. И поэтому за счет этого кажется, что увеличилось. Но на самом деле их не увеличилось. То есть это о чем говорит, что люди желают получить ту или иную сумму, что пусть она будет даже мизерная, то есть она у них накопительная, они каждый месяц не снимают. Даже я, проведя много исследований, я пришла к такому выводу, ни одни какие-то пособия нам ничего не помогут, абсолютно. Мы должны себе поставить цель, мы должны выжить, и мы должны стать больше. То есть идеология. Как бы нам тяжело не было, в каждой абхазской семье должно быть 3 детей. Сейчас те, которые меня слушают, скажут, очень тяжело. Я согласна, очень тяжело. Но мы, хотим мы этого, не хотим услышать, мы исчезающая нация. Мы идем не по наклонной вверх, мы идем по наклонной вниз. И поэтому мы должны это себе уяснить, и женщины в первую очередь, потому что женщина рожает. Я считаю, что женщина может сбалансировать демографическую ситуацию. Вот в этом плане ее роль будет велика, женщины. Я не думаю, что какой-то закон нам поможет, я в этом вообще... Просто нужно больше информации идеологической, патриотической работать через СМИ. Пусть это будет Апсу Телехопшира, телевидение, пусть это будет наши телеграм-каналы. Нужно культурным корням возвращаться именно с современной точки зрения, стимулом, и мы будем тем самым больше привлекательны для других народов, потому что вот, мол, посмотрите, как они возрождаются. Мы должны тем самым возродиться. Я не считаю, что какой-то закон нам поможет. Мы сами должны это понять. Именно вот когда мы делаем фамильные сходы, именно когда на свадьбы, дать этому, может быть, пусть это 5 минут будет, сказать молодежи, вы вот будущее нашей нации, вы должны возрождаться. То есть, вы понимаете, то есть это информационная война, скажем. Именно информационная война должна быть не в негативной стороне, а в положительной. И это будет накопительно, постоянно. И человек будет об этом думать. Почему наши дети, когда в школах гимн играют, они уже как солдатики моментально встают? Потому что это уже у них вбито. Они это уже понимают. То же самое нужно вот такую политику проводить. А то, что там закон приняли, это ни о чем не скажет. Я так думаю.